Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Обеспечение пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров, проведение лесохозяйственных работ – это основная зона деятельности учреждения Якутлесресурс. Ежегодно лесные пожары наносят значительный урон, тем важнее своевременное проведение работ на местах. О проведении лесовосстановительных мероприятий мы сегодня поговорим с гостем студии Ильей Соловьевым, начальником производственного отдела Государственного автономного учреждения Республики Саха Якутлесресурс. Илья Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот пожароопасный сезон в прошлом году, насколько был опасным или, может быть, даже спокойным? Пожароопасный сезон 2023 года был непростым. В общей сложности там было порядка 879 пожаров на площади где-то 1 миллион 420 тысяч гектар, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году, но в то же время намного меньше, чем 21, 20, 19, наверное. Вы все мы помним эти года, что у нас там было с пожарами. 23 год, где-то даже по площади в 5 раз меньше леса у нас, грубо говоря, сгорело. Для того, чтобы предотвратить пожароопасный сезон, вовремя важно проводить профилактические какие-то превентивные мероприятия. Какой прогнозируется сезон в этом году? На 24 год прогноз пожароопасного сезона у нас будет где-то в марте, в конце или в середине марта нам предоставит информацию Федеральное агентство лесного хозяйства. А так, по анализу 23 года по пожароопасному сезону мы готовимся к 24 году. И помимо тушения лесных пожаров, как вы правильно заметили, Якутлесресурс еще и занимается профилактикой и предупреждением лесных пожаров. То есть это тоже множество работ. Допустим, если мы закрыли пожароопасный год в сентябре, то до апреля, до открытия другого сезона, мы ведем непрерывную работу подготовки к пожароопасному сезону. Это такие работы, как установки стендов, указателей в местах скопления людей, либо где-то на опушках лесов, шлагбаумов и так далее, с информацией о мерах безопасности во время пожароопасного сезона. И также проводим работы по устройству минерализованных полос, противопожарных разрывов, просек, уборка неликвидной древесины, санитарные сплошные рубки, и так далее. То есть в данное время планомерно Якутлесресурс готовится к пожароопасному сезону 2024 года. А вот есть же такое поверье, например, надо готовиться к худшему сценарию, чтобы потом не разочароваться. Якутлесресурс готовится, например, на 150%, чтобы потом выложиться где-то в половину и знать, где будут какие риски. Да, конечно. У нас все это учитывается. В любом случае, любая подготовка зависит от бюджета, средств, выделяемых на эти мероприятия. И каждый год все это залаживается, и по мере плана все это подготавливается. Помимо превентивных мер по пожароопасному сезону, проводите же вы еще и лесовосстановительные работы. Как здесь обстоят дела? Да, лесовосстановление – это тоже одна из основных задач Якутлесресурса. Допустим, существует 3 вида лесовосстановления. Искусственное, комбинированное и естественное. В данном случае мы рассматриваем искусственное лесовосстановление. То есть это посадка саженцев, посев древесных пород растений. Руками человека? Руками человека, да, правильно. То есть по лесовосстановлению, допустим, если любая организация, любой лесопользователь, будь то недропользователь, который занимается вырубкой лесов, должен компенсировать причиненный ущерб. Это говорит о том, что если организация вырубила 10 гектаров земли, то она должна компенсировать ущерб в 10 гектаров земли. То есть вырубил лес на 10 гектар и посадил лес на 10 гектар. Если 100 гектар, то 100 гектар. Поэтому мы занимаемся лесовосстановлением. Тем более ГАУ Якутлесресурс – это единственное государственное учреждение, которое занимается лесовосстановлением у нас на территории Республики Саха-Якутия. Для проведения лесовосстановления мы
разрабатываем проекты, согласуем, находим вот специально отведенные места, которые включены в реестр по лесовосстановлению. И ну, заключаем договора либо в аукционе вот, с организациями, с недропользователями, с пользователями работаем в этом направлении. А какие растения наиболее приспособлены к нашим условиям? Наиболее приспособленные растения, значит, на территории республики в основном высаживаются древесные породы растений. То есть это хвойные, это сосна и лиственница. В наших условиях, ну, каждый район, да, имеет свой лесосеменной район, каждый регион. Мы в данное время, да, по лесовосстановлению Якутия закупает все саженцы с ближайших регионов, ну, будь то Красноярский край, Хабаровский. Там разделение на лесосеменные районы. Вот у нас в Якутии два их лесосеменных района, это 15-й и 20-й. 15-й район входит, это вся Вилюйская группа улусов, это Сунтарский улус, Нюрбинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Ленский и Мирнинский. А 20-й лесосеменной район – это у нас вся остальная Якутия. Это что касается сосны. Лиственница же у нас занимает 8-й лесосеменной район. А подразделение на лесосеменные районы идет ну, в процессе эволюции. Да, получается, какая популяция, где она прижилась, где она произрастает, накапливать это на все на генотипическом уровне. И то есть местность, где она произрастает, наиболее подходящие условия. А если вы закупаете саженцы из других регионов России, получается, там и заготавливают семена? Да. То есть семена, саженцы там и заготавливают, и то есть мы их сюда только привозим. Я это к чему спрашиваю? Просто у Якутлесресурса есть опытные экспериментальные теплицы для выращивания саженцев хвойных пород деревьев. Может быть, там тоже такое происходит? Да, в 23-м году, ну, в прошлом году, да, Якутлесресурс своими силами построил опытную экспериментальную теплицу с ЗКС, то есть закрытой корневой системой. Значит, мы работали с коллегами с Красноярского края, с Хабаровского края, с Бурятии и построили теплицу на 50 тысяч семян хвойных пород деревьев. Мы, значит, посадили семена туда, 25 тысяч семян мы заказывали с Красноярского лесничества, ну, то есть районированных под наши условия. А также мы собирали семена в Намском лесничестве, свои собственные, вот, на своей территории. Их тоже посадили туда. То есть мы сделали две площадки этой теплицы, Красноярский и вот наши местные якутские. Семена прижились, то есть они дали хорошую схожесть, как говорится, набрали свой вес, массу. Потому что вот перед посадкой в любом случае идет лабораторное исследование. Да? Вот мы отправляли Рослесзащиту в Республику Бурятия, в город Улан-Удэ, наши семена вот, Намского лесничества именно собранные. И схожесть у них была достаточно таки хорошая по лабораторным исследованиям. Мы их выставили, опыт, эксперимент удался. И в этом году мы планируем уже теплицу на 500 тысяч саженцев. Здесь у нас ну, вот, в Табаге, город, свой округ Якутск, там построить теплицу 12/100, уже более мощную, более большую, грубо говоря. Для лесовосстановительных работ уже у нас на территории своей республики. То есть почему мы говорим о лесосеменном районировании, да, вот о собственной теплице? Потому что если мы будем собирать свои семена, свои шишки из своих пород деревьев, да, местных пород деревьев, то у них приживаемость будет намного лучше, чем ну, у закупных семян, потому что они уже привыкли к нашим условиям климатическим, как говорится, трудным. И также будет удешевление работ по лесовосстановлению. Ну и качество семян уже будет другое. Илья Петрович, скажите, вот есть такое понятие неликвидная древесина. Ваше учреждение занимается уборкой и такого? Да, есть такое понятие УНД, уборка неликвидной древесины. Например, это места, участки, площадя, где произошли пожары. То есть древесина там уже не ликвидная, ее невозможно никуда использовать. Ну, то есть это буреломы, бурьяк, гарри, получается, все там лежит. В том году, в 23-м году, очень большая работа была проведена по уборке неликвидной древесины в Татинском районе.
Это порядка где-то 650 гектар. То есть работа все еще проводится. Ну, она где-то находится на заключительном этапе, вот мы ее буквально уже заканчиваем. 650 гектар было убрано древесины. Это очень, очень большая территория, очень много работ. И работ в этом-то году тоже, наверное, немало. Работы в этом году, конечно же, немало. Работы каждый год, и ее меньше не становится. В этом году, кстати, отмечается 85-летие образования лесного хозяйства Якутии. Может быть, у вас есть какие-то пожелания своим коллегам, а также жителям республики? Так, ну, хочу поздравить от себя лично и от коллектива учреждения ГАУ «Якутлесрус», всех работников лесного хозяйства с этим знаменательным днем, с круглой датой образования лесного хозяйства. Пожелать счастья, удачи, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Большое спасибо. Я присоединюсь к вашим поздравлениям. Позвольте вас тоже поздравить с 85-летием организации. Илья Петрович, спасибо, что нашли для нас время. Спасибо за содержательную беседу. Может быть, многие после просмотра этого интервью сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.